Вот и сейчас задумался я. Как бы сильно не тянуло меня к себе искусство, я не могу оставить свою повседневную заботу о здоровье моего народа. Как бы ни был я предан медицине, без искусства своей жизни я не мыслю. Оно украшает мою душу, придает бодрость и веру в жизнь. Так вот и уживаются медицина с искусством. И никакая сила не разлучит их, пока огонь жизни горит в моем сердце. Петр Николаевич Осипов родился 27 января 1900 года в деревне Кудимеры Козловского района. Когда родители умерли от туберкулеза, ему было 10 лет. Его старшие сестры Мария и Соня жили в соседних деревнях, куда они вышли замуж. Дома Петя остался один. Отец у меня умер от туберкулеза, мать тоже умерла от туберкулеза, брат. Отец перед смертью меня очень просил, чтобы я все-таки вышел в люди, учился. Но мечта была у него, чтобы я получил бы медицинское образование, стал бы врачом. После смерти родителей Петра о нем заботилась его первая учительница Антонина Павловна Павлова. Судьба мальчика была ей не безразлична, кормила его в школе, давала дополнительные уроки по русскому языку и математике. Мальчик очень тяжело переживал семейную трагедию, поэтому она хотела помочь бедному, но талантливому Петру учиться дальше. Господин Садовский? Получает признание. Точка. А что такое признание? Признание – это когда тебя оценивают по достоинству и отдают тебе должное. Ку хизеби вара? Чапла хизеп булать. Эвхау хизебне дивиш буладыби? Буладын, Петенька. И берсен бахузана парлегает бы. Ученый буладын. После окончания Кудимерской начальной школы Антонина Павловна за свои деньги везет Петра Осипова в Казань и пытается устроить его в Казанскую императорскую мужскую гимназию номер 3. Однако по итогам диктанта по русскому языку и узнав, что он чуваш, круглый сирота и не имеет никаких финансов, дирекция гимназии отказывается его принять. Все это вызвало у Петра тяжелое внутреннее переживание и потрясение. Со слов Антонины Павловны, после этого он постоянно плакал, но вскоре перестал. Миши-печи! Салам! Чебереги, веренедини, казабар. Тунзахларыны. Ой. Все расходы на обучение и проживание я беру на себя. С гимназией мы договоримся. На следующей неделе у меня увольнительная. Я вернусь и заберу тебя с собой в Казань. Будешь учиться, как отец велел. Тогда будешь ратной печи. Эпки псана. В 1918 году Петр Осипов оканчивает Казанскую мужскую гимназию с серебряной медалью и получает диплом об окончании Казанского музыкального училища. И в этом 1918 году он, выполняя просьбу отца, поступает на медицинский факультет Казанского университета. В то же время он не мог проигнорировать свои полученные знания в музыкальном училище по классу скрипки и поступает в Казанскую Восточную консерваторию по классу скрипки же, где учится до 1926 года. Ему нравилась учеба в области и медицины, и музыки. Он находил время учиться успешно и тут, и там. Во время учебы в гимназии Петр Осипов на одном из собраний Союза чувашской учащейся молодежи знакомится с Иакимом Максимовым, который на тот момент искал талантливых молодых людей для создания театральной труппы.
Из воспоминаний Константина Васильева известно, что познакомил Кошкинского и Осипова Васильев. То есть они были земляками, они происходили из соседних деревень. Васильев из деревни Чинеры Чебоксарского уезда, а Осипов из деревни Кудемеры. Вот, они с детства вместе росли, и после того, как произошло знакомство Кошкинского и Осипова, между ними вот сразу установились очень тесные дружеские связи, но они становятся, Осипов становится одним из видных деятелей вот этого чувашского кружка. А 17 декабря было намечено открытие двух крупных национальных политических форумов. Это Всечувашский военный съезд должен был открыться в Казани, и Чувашский ученический съезд должен был пройти. И вот учащаяся молодежь решила, что эти два мероприятия достойны того, чтобы его отметить культурным таким событием, а именно организовать спектакль и концерт, поскольку существовал уже хор, и необходимо было организовать еще и труппу. Спектакль на родном языке был принят чувашским зрителям с восторгом, но в январе того же года происходит идеологический раздел в партии эсеров, под эгидой которой на тот момент происходили культурно-массовые мероприятия чувашской молодежи. Эсеры делятся на правых и левых. Этот идеологический раскол не обошел и союз чувашской учащейся молодежи с ее театральной труппой. Иоаким Степанович, выбирая сторону левых, вместе с ним и большинство членов труппы, в том числе и Петр Осипов. Но театр на то время носил любительский характер и не мог существовать без финансирования. Поэтому Иоаким Максимов в апреле 1918 года, как член Чувашского левосоциалистического комитета, пробивает финансирование через Казанский комиссариат по чувашским делам у наркома просвещения Луначарского на организацию государственного чувашского передвижного театра. Но так как начинается гражданская война и Белая армия в августе берет Казань, данными средствами воспользоваться не удается. До взятия Казани белыми Петр Осипов заканчивает обучение в гимназии и музыкальном училище и поступает на медицинский факультет Казанского университета. Тем временем Максимов идет служить в ряды Красной армии в качестве просоветского агитатора, не упуская той мысли, что данная должность даст ему возможность открыть второе дыхание чувашскому театру. Кошкинский, будучи уже армейским политработником, у него возникает идея возродить театр при политотделе, при Чувашском комиссариате. Он персонально приглашает Константина Васильева из его родной деревни и Петра Осипова. Они вместе приезжают в Казань. Значит, они репетируют, ставят, значит, спектакль, и с этого времени, значит, труппа возрождается. Но актеры ведь должны были на что-то жить, у них должен был быть источник доходов. И поэтому всю эту труппу устраивают в редакцию газеты «Голос бедноты». То есть там было порядка 2 десятков человек, они все работали переводчиками, они участвовали в переводе агитационных, значит, материалов, разного рода воззваний, афиш, брошюр, которые печатались при политотделе, а спектакли ставились в свободное от работы время, то есть по выходным дням. Своего здания у театра долгое время не было, поэтому он работал в рабочих армейских клубах. На чувашские спектакли ходили чувашские солдаты, не татарские, не марийские, не русские. Значит, и они были привлечены вот возможностью слушать родную речь, видеть, переживать, как работают свои соотечественники на сцене. Театр собирал большую аудиторию. Наверное, это идеальное было место для политической агитации в то время. Ну, раз театр появился, нужны пьесы. И нам приходилось самим сочинять, делать из русских пьес на чувашский лад. А потом стали писать оригинальные пьесы, в том числе и я писал. И таким образом невольно я стал еще и драматургом. Это даже полное сочетание театрального искусства с драматургией. Это для меня лучше желать даже в то время не нужно было. Но поскольку я дальше еще, как известно, на медицинский факультет поступил,
Бросать мне театр все-таки не хотелось. Я-то тянул, насколько мог в Казань. До отъезда Чебоксара, Чувашского театра в 2020 году. Вот я в распоряжении военкома медицинского факультета уже окончательно стал, потом уже врачом, в 24 году кончил. И меня оставили при клинике ординатором у профессора Чебоксарова Михаила Николаевича, известный профессор. Я кончил ординатуру в 27 году. Меня очень хотели оставить ассистентом. И все-таки я переехал в Чебоксары, в нашу республику тогда уже молодую. У меня в руках неврологический молоток, им пользовался мой дед. И интересно, дедушка был терапевт и кардиолог, а у него был неврологический молоток. Это значит, что он проверял неврологический статус. Сейчас у терапевта в кабинете вот точно никакого молотка нет. То есть это говорит о том, что более широко, наверное, тогда смотрели пациента. Если пациент пришел к терапевту, то его и неврологический статус тоже дедушка проверял. Вот. И я рада, что он у меня есть. Я им не пользуюсь, потому что он, во-первых, уже засох, и резинка уже не такая, как должна быть, будет больно больному. Но он у меня хранится дома, и вот это веет таким профессионализмом, предками от него. Одновременно с работой терапевтом Петр Николаевич совмещал работу режиссером Чувашского государственного театра с 1927 по 1930 год, отказавшись от зарплаты в пользу 2 актеров. Наш театр в те годы в очень трудном положении был. И я не мог оставаться в стороне от судьбы нашего театра. И все-таки я решил переехать здесь, в Чебоксары, приняться за организацию вновь Чувашского театра из остатков наших артистов. Многие артисты уехали. В трудных условиях нам удалось собрать старых артистов. И мы восстановили сначала спектакли старые некоторые, потом сам я усиленно писал пьесы, и театр стал функционировать. Одновременно я заведовал терапевтическим отделением больницы, а по вечерам театр работал. Но что интересно сейчас вспомнить, я работал совершенно бесплатно. Даже в голову не приходило, что нужно получать за это зарплату. Я думал, что одной зарплаты достаточно. Мне хотелось как можно больше иметь артистов штатных, а средств исключительно тогда мало пускалось нам для театра. Ну, всего было 13 человек. Остальные были за любителей, с рабфака, спецтехникума. Ну, в общем, спектакли ставились. И неплохо по тому времени. Вот такова была моя работа. Видимо, Чувашский драматический театр, который был создан Петром Николаевичем и Кошкинским, они переехали в 21 году в Чебоксары, но ведь начался голод по Волжье, не только в Чувашии, 21-22 год. И, собственно, вот такие учреждения были лишены всякой поддержки. Я помню, что приравняли к именно театр, уникальное учреждение того времени, приравняли к парикмахерским баням, там вот к коммунальным заведениям по обеспечению, снабжению. Тогда же все по карточкам было. Вот. И чем дальше, тем труднее было. Видимо, и после 23 года, я думаю, что Максимов-Кошкинский увидел перспективу уже в другом. Он как бы бросил, отошел от театра, занялся кино. И успешно. И туда, кстати, вовлекал Петра Николаевича. Тот сыграл одну из ролей в фильме 27-го года, по-моему. «Черный столб». Есть такой. Вот. То есть Петр Николаевич все время был рядом, но он ведь в Чебоксары полностью переехал только в 27 году. Максимов-Кошкинский связался со студией «Восток кино». Она была тогда в Ленинграде. Вот будущий Ленфильм, собственно, послужил базой.
своих не было, ни аппаратуры, ничего. Это вообще удивительная история, как удалось организовать киностудию «Чувашкино». С помощью, конечно, ленинградцев, но она была здесь. Съемки были здесь. Но привлекались, значит, артисты оттуда, и аппаратура, естественно, и режиссеры. В общем, это до 1932 года, по-моему, до 1931 года существовало, потом закрылось. Я когда-то в архиве нашел сведения, что таких студий, как у нас, было всего 6 в Советском Союзе. Он взялся и все-таки директором работал, и режиссером работал, не бросал этот театр. Параллельно и на медицине работал. У Пушкинского была дисциплина какая-то другая, рассказывали актеры, которые с ними работали. Кошкинский, значит, бегал за актерами вокруг театра пистолетом. Вы представляете, это правда или нет, я не знаю. Я слышала от актеров, которые ушли в иной мир. Мне нравится такая байка. Может быть, и существовала и в правде с некоторыми лодырями и некоторыми внутренними такими анархическими настроениями живущий, которым, как говорится, море поколений. Он, может быть, кому-то и угрожал в те годы. Не только он. Мы знаем те времена. Да и нынче угрожает, но они, конечно, разные. Не может вялый, хилый, беспринципная личность организовать театр на пустом месте. Значит, там был характер Максима Кошкинского, воля. И он же тут же кинулся еще в кино. Это же он еще родоначальник Чувашкино. Это же ему удалось сделать, создать художественный фильм. И, конечно, он отошел от театра, ну, там и другие были причины. И обратились к Петру Николаевичу Осипову взять на свои плечи театр. Петр Николаевич интеллигентнейший человек, деликатнейший. Вот по моему знакомству, личному ощущению, конечно, духовно развитый, интеллектуал, просвещенный человек, обаятельная еще личность. Вместе с тем, Кошкинский тоже обаятельный, но другое обаяние. И поэтому они разные. И я даже не хотел бы их противопоставлять, они друг друга дополняли. То, что Петр Николаевичу что-то, может, не хватало, это было в Максиме Кошкинске, и наоборот. Но они оба, конечно, великие личности чувашской духовной культуры. И, конечно, они оба оставили огромнейший след истории чувашской культуры. Ну, я 3 года проработал в театре. К тому времени, значит, у нас была организована студия, да, и появились уже новые режиссеры, русский режиссер Муратов, вот, очень много труда здесь вложил, Слободской при мне много работал. И у меня была уже возможность уйти, переключиться на другое искусство. Я поступил в музыкальный техникум в качестве преподавателя по классу скрипки. Мне удалось кое-кого почти до конца обучить. Вот из моих учеников сейчас сохранился, играет Кирилл Устинов в симфоническом оркестре в оперном театре. Вот я на него иногда смотрю, любуюсь, все-таки мой ученик, и горжусь этим. Да, но он тоже уже, наверное, скоро на пенсию идет. Но, в общем, пока он работает там. Ну, а были очень талантливые ученики, вот Сергеев, Егоров, погибли на фронте Отечественной войны. Почему он отошел от музыки? Это произошло где-то в 1932 году. Он еще до 1934 года преподавал в музыкальном техникуме, но потом прекратил и ушел полностью в медицину. Дело в том, что, будучи скрипачом, он участвовал в поездке большой на строительство Горьковского автозавода. Туда огромная чувашская делегация поехала, значит, с оркестром, с хором, с артистами.
Их, значит, вот чуваши, мы же все тогда входили в Горьковский край, он был до 1936 года. И вот чуваши, как на государственном уровне, можно сказать, принимали. Как он говорит, мы сходим с парохода пристани, и ряд автомобилей, черные автомобили, эмки, что ли, тогда были, вот, значит, открытые летом. Их сажают по машинам артистов, и ему прихлопнули дверкой, тяжелой железной дверкой. Он мне сам показал, вот кончик 4-го пальца, значит, у скрипачей, это 3-й, наверное, называется, был срезан. С тех пор он, я говорю, уже на скрипке не играл, но некоторое время преподавал еще. В 1934 году Петр Осипов назначен руководителем Чебоксарской поликлиники, впервые открытой и названной именем десятилетия Чувашской АССР. В должности руководителя поликлиники проработал до 1947 года. Затем был главным врачом Чебоксарского больнично-поликлинического объединения, переименованного впоследствии в Республиканскую больницу Минздрава ЧССР. 12 января 1948 года Петр Николаевич был назначен министром здравоохранения, а после освобождения от этой должности был главным терапевтом республики. В августе 1964 года Петр Николаевич от обязанностей главного терапевта был освобожден и переведен в республиканскую больницу, где проработал в должности заведующего кардиологическим центром при республиканской больнице до марта 1976 года, а затем ушел на персональную пенсию республиканского значения. Петр Николаевич – настоящая легенда чувашского народа, человек, который добился признания в сфере искусства и в сфере медицины. Сейчас сложно сказать, стал бы ли Петр врачом, если бы того не просил отец. А возможно, искусство и помогло ему добиться успеха в медицине. Он стоял у истоков чувашского театра и кино, играл, был режиссером. Его произведения «Айдар», «Кужар», «Проклятое племя», «Новая волна» и другие вошли в золотой фонд чувашской драматургии. В театр будут приходить новые режиссеры и ставить спектакли по его пьесам. В больнице врачи будут применять его опыт и научные достижения. Он пришел в этот мир и стал его частью. Спасибо, что вы с нами, Петр Николаевич. Отлично, прекрасно. Вот сейчас было здорово. Все, собираемся. Спасибо, Вячеслав. Ну и последний вопрос. Как вы довольны своей жизнью? Удалось вам осуществить все, что вы задумали? Человек мечтает всегда больше, чем он может делать. И в этом, вероятно, даже и прелесть жизни. Я считаю себя счастливым, хотя тем, что прожил 70 лет, и думаю, что все-таки кое-что народу оставил. Я трудился, работал для народа, мне это доставляло всегда удовольствие, и какой-то след, по-видимому, я все-таки оставил. Мне это уже доставляет большое-большое удовольствие. Ну, а что касается вообще, удовлетворен ли я своей жизнью, ответить на это я до конца не могу. В целом я удовлетворен. Мечтать об многом приходилось, и сейчас я мечтаю. Так,
То, что мог осуществить, то, что было в моих силах, я старался делать и сделал. А многое осталось впереди. Ну, пускай, в общем, об этом судят другие. Я вообще сам по себе сказать и даже не могу. Да.